Долгое время судьба 33 солдат 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта оставалась неизвестной. Военнослужащим обеих воевавших сторон выдавались медальоны или личные опознавательные знаки, по которым похоронные команды и штабы должны были определять биографические данные военнослужащего и его принадлежность к определенной войсковой единице. Среди останков 33 солдат было обнаружено 2 таких медальона. Один из них удалось раскрыть и прочитать. И вот спустя 75 лет останки советских бойцов Закавказского фронта, героически сражавшихся за свободу Родины, с почестями преданы высокогорной земле в селе Псху. Более 75 лет прошло со времени этих сложнейших боев за Кавказ. На перевалах Кавказа сложили тысячи и тысячи людей свои головы. Сегодня здесь мы предаем земле останки 33 солдат советской армии. Я глубоко благодарен всем тем, кто принимал участие в поиске и тех мероприятий, которые были проведены за весь этот период. Это представители поисковых групп Абхазии и России сделали важное дело. Каждый солдат должен быть предан земле. Среди защитников Родины, павших смертью храбрых у подножья Санчарского перевала, оказались и 2 абхазских бойцов – Ажиба и Куция, 1907 и 1914 годов рождения. На голых в буквальном смысле кости неупокоившихся солдат случайно наткнулись охотники. На скалах среди камней 33 бойца Закавказского фронта пролежали более 70 лет. Руководитель Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт-2017» Николай Медвенский рассказал о том, что экспедиция лишь исполнила маленькую толику необъятного долга. Он выразил надежду, что работа по обнаружению и преданию земле павших героев Великой войны будет продолжена. Великая Отечественная война закончилась 72 года тому назад, но эхо ее, к сожалению, еще долгие годы будет беспокоить ныне живущих, а пожалуй, что и будущие поколения тоже. И сегодняшнее событие тому является наглядным примером. 33 солдата и офицера 66-го и 307-го стрелковых полков 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, которые погибли 15 октября 1942 года при попытке штурма Санчарского перевала, сегодня были преданы земле. Вместе с президентом Раулем Хаджем отдать дань памяти советским солдатам, погибшим на подступах к Кавказу, на Высокогорье поднялись депутаты парламента, представители администрации Сухумского района, общественные деятели. В этот день вспоминали тяжелые годы Великой Отечественной войны, подвиги всех тех, кто отстоял свободу Родины ценой собственной жизни. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулось с полей сражения. 22 гражданам Абхазии присвоено высокое звание «Герой Советского Союза». С 41 по 45 прошел войну, он здесь воевал. И он рассказывал, как это все было. Вот, как их десантом выбрасывали, не пойми куда, на неподготовленную территорию, на территорию противника. И были колоссальные потери. Но за счет мужества, терпения, все-таки немцы выбили, победили. И вот великое дело сделали ребята, поисковики. Великое дело сделала администрация, что помогла в этом плане. Великое дело сделали мы, что захоронили этих людей. Спустя 7 десятков лет души героически погибших за свободу Кавказа солдат наконец обрели долгожданный покой. На Алакове Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.